одной из актуальных проблем является возникновение межнациональных конфликтов. Вот. И, наверное, это связано с тем, что после развала Советского Союза, вот страны постсоветского пространства, там именно возникла ситуация столкновения. Когда-то Союз Советских Социалистических Республик объединял все нации, сейчас на этой почве идут какие-то столкновения, территориальные какие-то претензии друг к другу. Вот. Я не думаю, что у людей возникает ситуация самим сталкиваться вот с этими вещами. Скорее всего, на этом можно сыграть. Всегда, если в большой агрегации, в большой нации смешано много разных народностей, всегда можно их столкнуть лбами. Вот. И, соответственно, возникают конфликтные ситуации. И вот на сегодня одно из направлений очень мощных таких и востребованных – это этномедиация. Этномедиация – это как раз разрешение конфликтов, возникших на национальной основе. Это могут быть территориальные конфликты, это могут быть конфликты, возникшие из-за этических нарушений каких-то там. Кто-то кого-то оскорбил, кто-то о ком-то как-то неправильно отозвался и так далее. Моментально возникает конфликт, моментально возникает какая-то вот такая тонкая ситуация вот, или напряжение просто очень сильное. И люди, я уже много раз говорил на разных вот собраниях, что люди у нас все по суду быстро решают. Но сейчас, на сегодняшний день, многие понимают, что сохранить отношения очень важно. И даже если произошел конфликт, разрешение должно быть таким, чтобы конфликт разрешился, и в то же время сохранились отношения для дальнейшего сотрудничества. Судебное разбирательство, да еще и мощное противостояние, оно приведет к разрушению. Вот. И в результате всего этого, вот, допустим, в нашей стране возникают опасения у многих, что вот на этой почве начнут возникать какие-то ситуации, которые будут подталкивать людей на миграцию, уезжать куда-то, приезжать куда-то. Вот. И к чему это приведет, до конца никто не знает. Люди обычные, так сказать, не понимающие, может быть, последствий каких-то, им не до этого. Но те, кто решился, в принципе, на примирение, вот это очень интересный момент, потому что люди приходят в медиацию на добровольной основе, то есть все понимают и конфликт понимают. Здесь очень важно сказать, что вообще это очень сложные вопросы, этномедиация поднимает, потому что очень тонкая грань между неразрешенным конфликтом, противостоянием. То есть, когда нужен человек-переговорщик. Мы, как медиаторы, работаем с добровольной основой. То есть, люди должны на добровольной основе прийти и попытаться или приложить все старания, чтобы примириться. Если люди не хотят примиряться и обе стороны настроены агрессивно, здесь медиация уже не подходит. Здесь только судебное разбирательство, организационный конфликт, какое-то там разбирательство. И здесь уже нужны другие совершенно механизмы. Это не медиация, это уже переговорный процесс. Вот у нас иногда путают медиаторов и переговорщиков. Переговорщик работает с незаинтересованными сторонами. Он должен их убедить в чем-то, он должен договориться. Яркий пример работы переговорщика – это работа переговорщика с террористами, допустим. Вот. Иногда люди в таком настроении приходят, как террористы друг на друга смотрят. Вот здесь работает переговорщик. Медиатор, он не примиритель, он не будет примирять стороны, если они не хотят примирения. Если не хотят, то смысл вот это зубы точить друг на друга сидеть. Вот. И здесь нужны такая специфика, очень своеобразная, переговорщики нужны. Вот. Но если люди все-таки хотят примириться, этномедиация может помочь им в этом. Можно разобрать ситуацию, можно ее внимательно рассмотреть со всех сторон, можно найти кучу альтернативных вариантов разрешения этой ситуации. Я думаю, что всегда можно найти общий язык, как бы сложен конфликт ни казался. Вот. И слава богу, Казахстан, на мой взгляд, существует достаточно долго именно вот в таком паритете национальностей, когда люди говорят, но конфликтов много не возникает. И межконфессиональные конфликты маленькие, и межнациональных серьезных конфликтов нет. Это говорит о том, что
Да никто не хочет просто ссориться между собой. Но если уже возникло какое-то недопонимание, я думаю, что этномедиация и медиаторы могут помочь. Главное, было бы желание примириться.